плохо, конечно. Ну, да, В чем это смысл? Они ничего не добьются. Булить человека, это все равно, что пытаться утопить дерево, повесить колобка или что-то другое. В Таджикистане есть такие паблики, они очень плохие, ну, чисто для меня, потому что они высмеивают женщин и за то, что они просто не делали. Я всех папа тоже такой же. Какой? Он тоже такой суровый, но иногда может улыбнуться, но и то редко. Я ношу маску, я не говорю, что мне больно, я не хочу носить, мне маска не нравится. Мне тоже много чего не нравится, однако я держу рот на замок и ношу маску молча. Все, выпусти пап. Мужской род Таджикистан. Мой Таджикистан это мужской род. Вот поэтому. И поэтому Моя здесь родина. все для мужчин? Да? Гэлен, Кобяков, Гэлен, вот бумага. А ты не знаешь это? Не, ну я только знаю. Я в ТикТоке нарезку слышал. Это Hello Kiss называется. Уи, Влад бумага, врум, врум, а это гелик, Влад это бумага, а бумага это деньги. Уи, кажется, Боже так. мой, что Ужас за какой. образование? Не знаю. Почему? Потому, вы же сами сказали, деньги делаются не из бумаги, а из ткани. Вы сами так Правильно, говорили. правильно, умница. И это подкаст «Три медведя». И сегодня у нас необычный подкаст. Подкаст приурочен ко Всемирному дню детей 20 ноября. Также дата принятия Конвенции о правах ребенка ООН. И сегодня со мной вместе Азим. О, раз. Софина. Асим. Вот такая веселая компания. Так что мы сегодня поговорим с вами на следующей теме, ребят. Насколько я понял, вы уже прогрессивные. Да? Вот тебе сколько лет? Мне 11, но скоро стукнет 12. И моя будущая цель стать блогером. Ну и немного как Джим Керри. Замечательная цель, стать Джим Керри. Ты знаешь, что такое Джим Керри? Это актер, который играл Эйс Вентура, Жет Лжец, Брюс Всемогущий и так далее. Он даже в Сонике в кино снимался. А, мне 13. Уже цельных. Да. И чем ты занимаешься? Я занимаюсь фрилансом, программированием, 3D-дизайном иногда. И еще я делаю арты для фриланса. Мое хобби это спорт, это баскетбол. Ну да, впрочем-то, да, все. Я тоже дизайнер и люблю баскетбол. Чем-то похоже. Да, чем-то похоже, только у тебя бороды нет. У меня есть усики. У меня даже усики. Ой, ужас какой. Софина, ты? Мне 16, я увлекаюсь искусством, люблю плавать, еще петь и читать. А еще ты японский, да, знаешь? Да. А здесь учила его? Нет, я жила 5 лет в Японии. Оу. Да. И как? Очень хорошо. Скучаю. А сколько ты такая суровая? Ты про себя расскажи чуть-чуть. Ну, меня зовут Асель, я увлекаюсь дронами и я люблю теннис. Мы скоро в Ташкент на соревнования поедем. По теннису? Мгм. Ты играешь так хорошо? Да, я хорошо играю. Какая ты серьезная. А дронами как ты? Ну, дронами я увлекаюсь, потому что мне больше техника нравится. Потому что вот это вот моя съемка все время, ой, куколки, вот это, мне это не нравится. То есть девочка не обязательно должна играть в куколки? Я с тобой полностью согласен. Я тоже. Не все парни должны все же тоже как бы быть суровыми. Вот Джим Керри, несмотря на то, что он должен быть суровым, сильным, он такой не то чтобы не то чтобы не слабый и сильный, но все же, мы поняли мою мысль. Не все мальчики должны быть такими, как все говорят. Каждый человек должен быть по-разному. Мы же люди, в конце концов, не роботы, чтобы нас запрограммировали, были бы вот такими-то. То есть ты цель полностью поддерживаешь? Правильно. А ты как считаешь? Да, я считаю, что стереотипы нужно разрушать, что это все враки, все остальное. Вот я в детстве есть такие стереотипы, что мальчики любят машинки, все такое. А я в детстве не любил машинки. Мне вот как-то раз дали бумагу и карандаш. Я начал рисовать. Влада тебе дали? А? Влада бумагу? Да. Прям знаете уже, да? Приколист. Кто, я? Да, вы тоже. Нужно такой эффект добавить. О! Обожаю этот звук. Что это? Такой юмористический звук барабан. Да. Сериал «Друзья». Смотрел «Друзей»? Нет, друзей я вообще не смотрю. Да, я знаю, друзья. Это прям олдовский сериал. Ну да, вот я сейчас олдовый. показывают по Paramount Comedy. Да, мама его смотрит. Я, конечно,
сериала, но все же. М. И вот в чем прикол, что мне не удалось в жизни, я никуда иностранную не ехала, кроме моей семьи. То есть, Амира ехала в Париж куда-то, в Диснейленд, но я вот сейчас застрял в этом месте, никуда не могу поехать, кроме Куджанта. И то слякоть, погода, ну, сами понимаете, никуда. Ужас как. А вот мы начали говорить о сериалах. А какие вы сериалы смотрите? Вот сейчас вы молодежь. Асель, ты какие-нибудь сериалы смотришь? Не, сериал я не смотрю. А что ты любишь смотреть? Фильмы. Какие? Мне много фильмов нравится, но мама все время ужастики смотрит. Ты с ней вместе смотришь? Мгм. А, ты уходишь, правильно? Мгм. Мама не разрешает смотреть с ней вместе. А ты сама что любишь смотреть? Ну, мне больше фильм «Лед 2» понравился. Это про что? Ну, там был хоккеист, он раньше был таксистом, а потом он начал опять работать хоккеистом. Правда, он потом упал, но кровь пошла. Ужас. Ну да. Что ты сломал был? Китай, это была травма, без которой... Нет, они там тренировались, и там они все кричат, а он раз и упал. Ненавидую этому хоккеисту. Я на себе вообще Еще «Джуманджи» хороший фильм. Какая часть? Первая. Это который старый Джуманджи? Или Нет. который новый? Новый. Это с Дуэйном Скалой Джонсоном. Да. Вот, тебе он больше нравится. А ты старый видела Джуманджи? Да, Да, я я тоже видела видела. Джуманджи, я хотела посмотреть по веб-камере, если честно. Новый Джуманджи, да, только старый показывают. Серьезно? Да, гадство. Софина, ты что любишь смотреть? Я люблю английские фильмы. Больше всего мне понравился фильм. Английский, в смысле, на английском Да. языке или снятый На в языке. Англии? Ну, Я тоже о чем-то подумала сейчас. оба, если честно. То есть... Те, которые сняты были и в Англии, и на английском тоже. Ну, я думаю, было бы странно, если бы в Англии снимали на таджикском. О, Да. соглашусь. Ну и, «Маленькие к примеру, женщины» мне понравилось. книга или фильм? И книга, и фильм. Но фильм, он как бы короче. В М. книге все-таки больше информации, интереснее. Так, у вас что-то все высокопарно. Вы, девчонки, суровые. У одной «Лед 2», серьезный фильм про достижения. У второй «Маленькие женщины», серьезный фильм для твоего возраста. А у тебя какой фильм? Какая? Сериалы, фильмы? Ну, у меня есть очень много сериалов, которые я смотрю. Я уже закончил Ривердейл, Stranger Things. Странные Я вещи. тоже закончил- Где Макарагон? Я знаю этого состояния. Я тоже закончил Рик и Морти. Да, Рик и Морти смотришь? А какой Мистер там рейтинг? Пиклз. А? Ну, 16+, но понимаете же. Нет. Да, 16+. На Netflix 16+. Хорошо. Ну, еще я люблю разные, там, допустим, такие же сериалы, снятые русскими. Это «Кухня». Люблю это- «Отель Элеон». М. Просто Синий интересно. То есть ты Сидя, любишь, сидя. ты любишь телеканал СТС? Да. Я так Не, понимаю. ну не в общем, там есть сериал, который мне прям в душу залезет, потому что В душу когда я начал залетает. смотреть «Кухню», это было в 2012 году, то я начал только с первого эпизода, это вот было рождественское, ну не рождественское, а вот где-то вот, я точно не помню, но кажется в ноябре или М. как так. Я тогда только начал смотреть, но я уже, честно говоря, не помню. Ну да, это уже вот 8 лет назад было. Я смотрел фильм «Хищник», мне все франшизы нравятся. Да, я ну, понимаю, что последние вообще плохие. Да, последний самый Ужасные. Не, ну, можно так сказать, но мне больше нравятся все фильмы, я даже «Чужой» собираюсь посмотреть. И надеюсь, что скоро выйдет, в скором времени, в 2021 году, фильм в этой игре Five Nights at Freddy's. Но все же про хищника, я очень надеюсь. А у меня такой вопрос. Вот вы все такие разные, любите разные фильмы, любите разные книги, как выясняется. Но в интернете вас что-то объединяет? Вы все вместе что-то одно знаете? Вот мы начали с песни. Ты ее тоже знаешь, хоть и говоришь, я типа не знаю, Ну, наизусть все. дело в том, что я ее знаю, потому что я смотрю ТикТок, но это просто чтобы время проходило быстрее. И в ТикТоке есть разные, ну, можно сказать так, школьники, хотя я сам школьник, но которые делают такие видео, Который оскорбляет. они могут быть провокационными, это часть сайбербуллинга, а могут быть и просто фан. Да? Девчонки, а вы фан-мейд. смотрите ТикТок? Да. Мгм. Но А- не увлекаюсь. А что еще любите помимо ТикТока? YouTube. О, а в Ютубе что? Ну, мне больше Влад А4 нравится. У него там хорошие челленджи там. Ну, просто некоторые думают, что он якобы ворует идеи для видео. То есть ворует, наглеет, типа, все его ненавидят. Я, конечно же, не то чтобы его не ненавижу, но все же. Я На не самом знаю, кому деле- верить, ему или хейтерам.
Я никому А вот вопрос по хейтерам. Вот вы же видите, комментарии читаете, когда под его роликами Да. выходит? Не, я не читаю, я тупо Ты не смотрю. читаешь. А ты читаешь? Не хочу. А Они, если... да, они булят его. Там. Ну да, вот, а когда выходят вот такие вещи, как хейтеры пишут плохие вещи. Это буллинг называется. Ну да, буллинг, Я хочу кибербуллинг, я сайбербуллинг. хочу просто Травля перебить. на человека через интернет-сети. Ну а как вы к этому относитесь? Плохо, конечно. Ну да, плохо. В чем это смысл? Они ничего не добьются. Булить человека, это все равно, что пытаться утопить дерево, повесить колобка или что-то другое. Или все равно, что поставить русалку на шпагат, то есть 0 проку. Не, ну смотри, ты суровый парень, на тебя это не действует, правильно? Но есть же, скажем, ребята, вы согласитесь, есть такие ребята, которые очень чувствительны. Да. Да. И любое слово, которое им напишут ему, ты дурак. Может, их сильно Он обидится, заранить. правильно? Бывают же такие люди? Ну, может, ты Да, дурак, да. это сильно преувеличено. Ну, я образно говорю, я утрирую, я сейчас не могу уйти в подробности, да, но в целом, вот ты суровый парень, ты вот сам говоришь, да, невозможно булить человека, все равно, что дерево топить, твои слова, правильно? Конечно, А что делать с детям, которых затронуло это, которые не такие сильные, как ты? желательно обратиться к родителям или же, ну да, самое лучшее в этом варианте просто обратиться к родителям. То есть потому не что- утаивать. Зачем утаивать? Смысла все равно нет. Вот есть же такой рассказ, рано или поздно все узнается. Так вот, это правда. Рано или поздно они все же узнают, что его булят и достанется не только тому, кто начал, но и девочке, потому что она не рассказала. Почему именно девочки? Вот давай девочек спросим. Вы бы рассказали родителям, если такое было бы, если вам кто-то что-то плохое написал? Я, Не. да. Ты да, а ты нет. Почему нет? Я как бы и сама могу справиться. Зачем мне это? А если не сможешь Топить справиться? их буду. О, то есть ты Правильно. решила отвечать агрессия на агрессию. Мгм. Ну да, тушить огонь. Если что, огонь заблокировать огнем, могу. говорится. Вот, заблокировать можешь, да? А, А что еще можно сделать? А, Ну, если- смотрите, если- смотрите, давайте так. Я буду вести счет, да? Грубо говоря, первое, обратиться к родителям, вычислить А. по IP. заблокировать, Если это какая-нибудь соцсеть, зарепортить, так, чтобы другие люди тоже не попадались на это. Потому что, знаете, в Таджикистане есть такие паблики, они очень плохие, ну, чисто для меня, потому что они высмеивают женщин и за то, что они просто не делали. То есть они распускают всякие слухи. Да, допустим, вы знаете Ходиса ТВ? Нет. Нет, это вот такой паблик скандальный, который типа, мол, говорит о женщинах с легким поведением. Хотя это на самом деле не так, потому что все женщины... Ты как в этот паблик попал? Я? Потому что все о нем говорят. Ну, и знаете, мне на самом деле вот просто... Я новости же читаю. Мгм. Там в новостях он высвечивался. Моя тетя Малика, вон... даже на них в суд подавала, потому что они реально распускают разные слухи, которые неприятно, согласитесь. Что значит репортить? Репортить — это значит кидать жалобу на Мгм. паблик или на человека какого-нибудь, который... Так, у нас уже есть 3 метода защиты. Я, можно скажу свой? Конечно, не факт, что это правильно, но первое, желательно удалить приложение, в котором вам булят. Ну, серьезно же. Давай на примере. Вот скажем, допустим, это игрушка, допустим- где есть внутренний чат, открытый. Как мы говорили, эта игра называется среди нас? Among Us там. Вот, Among Us там же могут булить. Да, но можно сказать администратору, он может их забанить, либо кикнуть из этого сайта, они его не найдут. Есть такие способы, если человек, даже сами Инерслов писали, если человек ведет себя неприлично, кикайте или забаньте его, власть в ваших руках. Ну, Но, я... Лучше кикнуть. но смотри, вот ты суровый парень, опять же, да, ты такой умный, продуманный, скажем. Маленькая девочка, либо маленький мальчик, который первый раз в жизни сел в эту игру, он очень чувствительный. Он не такой, у него не такое мировоззрение. Он сел, он говорит, я красавчик, сейчас я буду играть. И тут ему говорят, ты такой-сякой, ты еще и предатель. И все толпой его гасят. И он может же из-за этого расстроиться? Ну да. Ну да, обидно. Зачем? Смысл тогда в это играть, если тебя все гасят? То есть, типа, вот у меня был такой, если честно, случай с одним таким игроком секрет. Мне больше не особо он нравился, если честно, просто. Ну, мне не нравятся такие игроки. Я просто говорю, что меня один раз девочка подставила в игре. Она была за предателем, кажется. И вот из-за чего я девочкам вообще не доверял. Оу. Я хочу сказать, Меня что... подставили хладнокровно. Да вы издеваетесь? Ох, Басбинша.
То есть я хочу сказать, что, во-первых, если это такие дети просто играют в такие игры, то я бы посоветовал бы родителям в таком возрасте им просто не давать телефон. А как не давать? Вот тебя сейчас родители заберут телефон. Вот, прикинь, Ну, у тебя во-первых- родители забрали телефон. Оставили тебя без Компьютер. Ютуба, без интернета. Вообще нельзя тебе. Что ты будешь делать? Ничего, просто возьму там, заберу, подвину, может быть. Вот. То есть сейчас... вот тебя если лишат компьютера, интернета, как наказание. Ничего страшного, я фигню не страдаю. Что ты Я там будешь делать? персонажей новых придумал. Я придумал несколько змей туз для Гарри Поттера, Красный Человек для ФНАФа, ну еще много кого. То есть ты сидишь оффлайн и придумываешь. Да, в своей голове. Хорошо, а ты? Ну, я бы сказал бы, что родители бы у меня не забирали телефон, потому что они знают, что я психически устойчивый. В смысле, меня нельзя обидеть чем-то, потому А что если тебя наказали и забрали телефон и интернет? За плохое поведение, за плохие за плохое отметки. поведение, то я бы не волновался насчет этого, ведь И не конючил бы. вместо того, чтобы просто залипать в телефоне и делать что-то, я могу, вот, допустим, книги читать. Просто я в последнее время начал меньше книги читать, а больше в телефоне сидеть. И в связи с этим у меня, получается, некоторые колебания с учебой. Ну, не в смысле со всеми уроками, а только вот с одним уроком. Это Language and Literature. Мгм. И, мама мне сказала, что я должен одну книгу в неделю читать. И И? ну, это вам сказать название этой книги? Не-не-не. Ну окей, то есть, получается, ты бы выпросила телефон обратно, да? Ты бы придумала персонажей. Слушай, Софина, а вот ты здесь, получается, старше всех, правильно? У тебя самой были такие случаи, либо у твоих подруг, знакомых, что вот булили их именно в интернете? Именно в интернете. Ну и как они реагировали на это? То есть писали какие-то непристойные вещи там. Было, да. Они больше всего просто их банили Мгм. и как бы не обращали внимания, даже родителям не говорили. Но я считаю, что если забанили, и если это повторяется, лучше сказать родителям. А почему, как вы думаете, вам не кажется, что дети не говорят родителям, Потому потому что им скажут, вот, говорили плохая вещь, Да. все, Да. удаляй. Они как бы переживают, что родители подумают, что они виноваты. Почему? Подожди, Ну, давай слушаем. Как бы, они стесняются, возможно, сказать родителям. Я так думаю. А в чем стеснение? Вот по твоему мнению, да? Почему стесняются? Ну, как бы боятся, Что отберут телефон. да. То есть боязнь остаться без Думаю, интернета. Нет, что Они именно им начали достанется, но они не виноваты. Да, есть такие случаи, когда, то есть, типа, человек скачал, ему разрешили, а ему булят, и родители говорят, вот это ты виноват! Да. Вот не надо было сюда заходить, ну, блин, ты кстати, куча даже, непонятно куда заходить. Я, если честно, захожу на некоторые сайты, ну, я не знаю, что от них ожидать, я иногда в чат даже заходить. боюсь. Хорошо, а такой вопрос. Вы уже, ребята, взрослые, вы понимаете, я вот я спрошу, Асель, ты когда сидишь в интернете, выходит какая-то сбоку реклама непонятная. Мгм. Ты выиграла 1 000 000. Пишут, приз, удача. Ты не захочешь на такие вещи, не кликаешь? М-м. Почему? Я наоборот это все удаляю. Правильно. А почему ты не заходишь? Мало ли кто, вдруг план какой-то придумали, чтобы похитить, там еще что-то. А что могут похитить? Мало ли кто, не надо отвечать на какие-то смс-ки, там, рекламы чужие. Почему? Вот смотри, наша смотрит, возможно, будет смотреть много детей, слушать дети, родители будут. Расскажи им, почему не нужно отвечать на эти смс-ки, не заходить на сторонние баннеры. Ну, во-первых, могут быть бандиты, они там план могут какой-то там придумать, сказать, ой, давай выходи на улицу, мы твои друзья, тю-тю-тю-тю. Надо либо к родителям обращаться, либо это все, удалять это сообщение. А во-вторых? Во-вторых, нужно это само приложение тоже удалить. В-третьих, пойти обратиться. Кто это и что это? Вот у меня есть такой К сайт. кому обратиться? У меня есть такой сайт на телефоне, там вот так вот можно выяснить, кто это. Серьезно? Да. Что за сайт? Я не знаю, там какое-то название тяжелое было по-английски.
А так, такой сайт, там выяснить что-то можно. Я выяснила, оказывается, это бандиты были. Серьезно? Ага, супер, да, ты выиграла. А на самом деле бандиты. Угу. Ужас какой. Да ты маленький расследователь. Детектив Шерлок Холмс, Шерлок Холмс Джуниор, Шерлок Холмс младший. Ну, от себя я хочу сказать, что не все рекламы могут быть именно такими, а вот есть и некоторые рекламы, как Азель сказала, не прям что бандиты, а они могут... Там в рекламах, если вы на них нажимаете, там могут быть стиллеры. Вы знаете, что такое стиллеры? Расскажи всем. То есть стиллеры — это такие сторонние программы, которые просто, знаете, они крадут ваши данные, ваши фотки, информацию о ваших счетах, пароли. А кому нужны мои данные? Это в зависимости от людей, потому что, вот, допустим, вот вы читаете новости про Россию, да? Так. Там бывают случаи, когда разные мошенники, они воруют данные от соцсетей и потом рекламируют это, рекламируют свое, или вот, допустим, они узнают ваши паспортные данные, у них есть ваш паспорт уже, потому что они его, типа, потеряли, они его пересоздают. И они могут на ваше имя взять кредит. И это ложный кредит, который вам придется выплачивать. И, ну, с этим еще Россия еще никак не разобралась. Так что, если такое произойдет, человек должен будет сам кредит выплачивать. И я хочу сказать, ну, от себя, опять же, что не все эти рекламы могут быть вредоносными. Вот, допустим, есть такой сайт Runbox, там, где вы можете выиграть разные призы крутя разные боксы. Этот сайт мне всплыл где-то 2 года назад, потому что это уже такой уже, знаете, большой сайт. И они соперничают с другими сайтами, которые начали копировать их. Так вот, я зашел на этот сайт, а у меня в то время был антивирус, он не позволял разным стиллерам зайти мне на телефон или на компьютер. Я зашел на сайт, там было написано, если вы зарегистрируетесь, то мы дадим вам 1 шанс бесплатный, чтобы покрутить один бокс. Так вот, когда я покрутил этот бокс, я выиграл Apple Watch. Реально выиграл Apple Watch. И получил? Нет, я не получил их. Я просто вывел на счет, потому что доставка была с России, а оплачивать мне было нечем, потому что в то время у меня вообще денег не было. А что мы такие суровые, Асель? Я всех, папа тоже такой же. Какой? Он тоже такой суровый, но на это может улыбнуться, но и то редко. Ну, все папы редко улыбаются. Я тоже редко улыбаюсь. А сестренка, наоборот, все мама такая: ой, куколка, вот это, купи мне вот это. А ты суровая, как папа. Ребята, как вы относитесь к дистанционному обучению? Мне вот нормально, например. От себя, я хочу сказать, что дистанционное обучение по сути нормальное, то есть они спланировали это хорошо, но именно в нашей интернациональной школе бывает так, что некоторые учителя, то есть я один человек, который сейчас сижу на дистанционном обучении в связи с коронавирусом, я не могу выехать в Камбоджу обратно. А все мои друзья сейчас сидят на уроках, не сейчас, не в данный момент, а просто сидят на уроках, и учителя говорят с ними. А на меня, практически не обращают внимания, потому что я один человек онлайн. И, знаете, это как-то сложно так делать уроки и получать знания. А вам тоже нравится дистанционное обучение? Ну да, вот смотри, отправляют задания, там, например, по Вайберу. Такой сидишь, пошел там до вечера погулял, потом опять пришел, там быстренько все сделал, и все. Вот, например, если у меня там по математике задача не получается, возьму в интернет, зайду, и все. Списываешь? Ну да, что? Потом и 5 по математике. Скрытность уровень 100. Хитрюга какая. Кто сейчас говорил про бандитов? А вот учителя, когда у нас было дистанционное обучение, там говорят, там что-то написали, саму задачу отправили, говорят, это на всякий пожар для родителей. Думаю, какая-то трудная задача. Посмотрела, там все списала. И 5. А ты в курсе, что у нас будут смотреть твоя мама и папа? Опять же. А тебе тоже Мне удобно? нравится дистанционное обучение,
Потому что, ну, можно использовать Zoom или Microsoft Teams. Это очень удобно. И учителя, они больше уделяют времени на меня. Или, ну, индивидуально как бы. И больше узнаешь. И тебе тоже, получается, нравится? Мне нравится, да вот в чем прикол. У нас никакого обучения дистанционного нет. Все в школе без масок, дистанцию не держат, чихают, плюют. Пока им не скажешь, маски не носят. Даже учителя такие вот странные. Вот учительница по географии меня чуть не взбесила до моего бешенства. Не носите маски, а сама ничего не носит. Я ее хочу придушить на этом месте. Носи маску! Это уже нужно запикать. Что? Трудно. Просто носите маску. У вас уши вот такими пожизненно не останутся. Как у йоды. Вы коротышкой зеленым таким вот не станете. Я ношу маску. Я не говорю, что мне больно. Я не хочу носить, мне маска не нравится. Мне тоже много чего не нравится. Однако я держу рот в замок и ношу маску молча. Все, выпусти пар. Вот как угорелый, вот там волосок, вот так вот волосок подожги, ты... Все, пора убираться. Все, выпусти пар. А разве школа не лучше, когда ты можешь с одноклассниками поиграть, погулять? Нет? Конечно, Да, лучше, на самом деле я это имел в виду, когда я говорила онлайн-обучение, потому что я считаю, что вместо того, чтобы дома сидеть и просто делать онлайн-уроки, нужно выйти на улицу, там, ну, делать уроки просто, знаете, чтобы чисто для меня удобнее делать уроки не онлайн, а когда учитель передо мной стоит, потому что я могу просто, вот, допустим, есть такие неудобные вопросы, которые ты стесняешься спрашивать, потому что другие люди могут посчитать, что, ну, так, знаете, да? Я не знаю, как это объяснить, но типа стеснительно. А потом ты идешь к учителю или учительнице и спрашиваешь такие вопросы, а она тебе может, ну, сказать, прошептать ответ или что-то еще. Это правда. Я не знаю, я просто никогда у меня не было дистанционного обучения. Ну, Не, сейчас есть, грубо говоря, тренинги, там всякие проходишь, да, семинары, вебинары, но когда я учился в школе, то есть, ну, там всегда был офлайн, и как-то мы росли вот так вот, да, с друзьями на улице, там вот в школе. А вам сейчас, получается, это не очень интересно, я так смотрю, да? Интереснее в сети побыть. Нет, я сказала, что мне интереснее. Ну, тебе интересно, я понял. Ну, с Но все друзьями. друзья в Камбодже. С друзьями как бы можно после школы потом встретиться. То есть саму школу, в принципе, в будущем нужно будет ходить в школу или все можно будет делать из дома? Как вы считаете? Это в зависимости от продвижения технологий, потому что уже именно сейчас я считаю, что математика не будет сильно нужна, потому что есть интернет, вы просто можете вбить, вот, допустим, в поиск 9 плюс 9. Как Асель, да? Еще 18. калькулятор. А, да, вот как Азель. Калькулятор еще есть. Ну вот смотри, например, ну вот у тебя дети вот будут, когда ты уже подрастешь, побольше, конечно. Ну вот, они вот так вот спорят. Ну вот, как вот эту вот задачу, ты потом думаешь, ну идите с интернета, спешите. Ты что, наша училка поругает? Ну спешите, и так уж каждый будет списывать нормально. Нет, ты меня, походу, А как же неправильно. учиться? Ну учиться как бы тоже надо, но лучше всего по дистанционному, мне потом я думаю, о, здорово по дистанционному, потом я так, ой, все, не хочу я больше учиться. Ты меня, походу, неправильно поняла. Я не имел в виду, что прям не надо учиться в будущем. Конечно, нужно получать знания, потому что это тоже важно, потому что люди могут просто остаться без мозгов, просто оболочка такая, и все. Ну да. И математика, это не только о математике я именно говорил, потому что математика тоже иногда бывает, вот знаете, иногда бывает хорошим предметом, который нужно учить, потому что если вы, допустим, в магазине, вам нужно что-нибудь там купить или там... Ну, я не знаю, я пример не могу там подать, потому что это бывает просто рандомно. Ну смотри, если давай возьмем твою тему с магазином, разгоним эту тему. Ты, с одной стороны, правильно говоришь, что людям, в принципе, дальше за них все машины считать будут. Ты заходишь в магазин, ты онлайн-приложением оплачиваешь покупку. Ты же не считаешь деньги. За тебя посчитала бухгалтерия внутри твоего телефона, бухгалтерия внутри твоего банка и бухгалтерия этого магазина. Они это все просчитали, провели транзакцию, и ты опять ничего не считал, получается. Правильно? То есть здесь тебе математика не нужна, в принципе. Да. Но ты же программированием занимаешься.
А там же математика нужна. Честно говоря, в программировании математика не так уж сильно нужна. Там, я думаю, что там более нужно понимать, что именно ты кодируешь, и еще нужно знать английский, потому что, допустим, те же слова variables и все остальное, это вот часть программирования, которую тебе нужно. Без этого ты просто не сможешь. И там еще есть... Ну, я, допустим, программирую с JavaScript, и еще есть Python. Мне кажется, что Python более легче, потому что там вы знаете, там блоки. Угу. А в JavaScript тебе нужно прям печатать все. Да. А архитектура? Архитектура это уже отдельно. В смысле... Но смотри, все-таки давайте вернемся к вопросу. Мы понимаем, что есть обязательные предметы, скажем, вот ты говоришь искусство, да, арт. Цифровое искусство сейчас развито, да, то есть я считаю, что в скором... Я сам художника заканчивал, я сам художник по образованию. И, грубо говоря, мне сейчас кисти не нужны, потому что есть технологии, которые мне помогают делать эту же работу быстрее на том же компьютере. Зачем мне это сидеть, рукой рисовать, когда я могу это быстрее сделать? То же самое скульптуры. Я думаю, скульпторы тоже не нужны будут, потому что поставь себе 3D принтер, поставь себе программу ZBrush, либо 3D Code, вылепи что хочешь, и все, уже можешь напечатать это. Соответственно, да, технологии идут вперед. Но сама по себе школа, она нужна или нет офлайн вот в будущем? Или все-таки мы должны сидеть вот только в сети? Нет, ну школа нужна, конечно. Просто вот тоже, когда вот, в классе сидишь, а когда вот на дистанционном, то вот так вот, скучно как-то вот, никого нету, просто такой сидишь, и учишься по компьютеру. А когда вот учительница рядом, то лучше вот в классе делается. Вот когда я была на дистанционном, то мне было хуже делать там. А вот когда учительница сидела, мне было легче делать. Вот Урас то же самое говорит. Я просто хочу вернуться к тому, что вы сказали про архитектуру. Да. А что если... Вы же сказали, что вы можете делать работу с помощью компьютера. Да. А что если это допустим, декор здания? Вот, допустим, вы же видели скульптуры разные, которые нужно на здание поставить. Вы считаете, что это можно сделать как-то онлайн с помощью 3D принтера, или это нужно будет делать с глиной, со специальной? 3D принтер? Да. Тебе нужны размеры только и все. Мне кажется, что именно с 3D принтером это будет как-то, знаете, не так смотреться. Нет, смотри, важно, чтобы ты понимал одну вещь. Многие художники этого не понимают. Я с этим спорю постоянно. Когда художник говорит, это он сделал в Photoshop, это он сделал на компьютере, это не настоящее. Нет, он тоже художник. Я художник, я заканчивал. Я умею это делать руками, но если я могу сделать это быстрее с помощью... То есть технологии призваны не для того, чтобы выгнать художников, а для того, чтобы художники могли быстрее делать. Вот тебе простой пример. Ты говоришь, фасад здания, да? Колонну. Сколько времени скульптор будет руками лепить одну колонну? Криво и косо. Не сказать, что криво и косо, потому что еще Она не будет похожа на вторую. Я делал, руками работал, я знаю. Смотри, сколько времени ему потребуется, чтобы он вот эту одну слепил, потом ее поднял, повесил. У меня спина, кстати, из-за того, что я такой работой занимался, у меня плохая спина, когда я был художником. Соответственно, а если ты художник, и у тебя еще есть знание технологий, ты эту же работу точно так же скульптурируешь просто в компьютере. Поставил на поток, взял другой заказ, начал работать. Ты больше можешь Разве сделать. на 3D принтере не будет материал слабее, чем из настоящей глины, знаете? Или же можно будет просто форму слепить, а потом залить туда или цемент. Да. Ты можешь сделать ту же самую форму, коллаб, да, грубо говоря. В таком случае я с вами согласен. Ты ее в 3D сделал, отдал подмастерьям, они пам-пам-пам начали лепить 1000 штук в день. Так это и работает. И как мое личное мнение, если мы точно берем в сторону искусства, да, то есть все технологии призваны для того, чтобы помочь художникам, а не забрать у них работу. Просто важно это понимать. Так, мне кажется, и во всех сферах. Но все-таки, возвращаясь к школе, дистанционка. Вы что-то молчите. Вот Асель с Уразом решили то, что дистанционка хорошо можно списать, но с учителем лучше, правильно? Есть что спросить? Без учителя как-то... Еще и без класса, как-то, не интересно, только вот просто сидишь и кажется, что-то скучно. А когда вот учитель, то вот лучше делаешь вот на 5, вот у меня всегда математика была 4. Еще и дух этого есть, соперничества, да, в школе?
Да. Я лучше, я сделаю сейчас. А вы? Вы что промолчали на эту тему? Про Ну, дистанционку. школа все-таки, наверное, нужна. Но я думаю, это право каждого, как бы. Каждый может решить, что удобнее и что больше интереснее. А ты как считаешь? Половина школы нужна. Ну, то есть, как сказали наши коллеги, то есть мы просто сидим перед компьютером, слушаем, мы не можем с друзьями видеться вживую, это же неинтересно. То есть, да, хочется выйти на улицу, поговорить с ними вживую, поиграть в футбол, что-то другое, не только в компьютерные игры, если честно. Ну-ка, давайте поподробнее. Какие оффлайн игры сейчас есть? Оффлайн. Оу. Футбол, баскетбол, волейбол, прятки, догонялки, салки, ё-моё! Это настоящий World! Просто я под понятием оффлайн игры я думал, что вы имеете в виду телефонные оффлайн игры, которые не требуют интернета. Нет, игры, которые требуют присутствия твоих друзей рядом с тобой. На улице. Тогда лянка. Оу! Лянка это... Чехарда! Ой, тебе сколько лет? Чехарда? Мы уже не играли в чехарду. Казаки-разбойники. Вот это да. А, А до сих пор играете? Да, иногда да. Ну ладно, у пацанов понятно. У нас есть руки, мы вечно ищем приключения себе на одно место. Паркур еще. Да, по крышам побегать. Вот Пять слов. мы с пацанами на гаражи залезаем, и там Хорошо. просто... А у девочек скажи какие? пароль. Ну, можно просто погулять или на велосипеде. На скейтборде покататься. Моя сестра вот каталась на Да. скейтборде. У тебя теннис, мы знаем, да, ты играешь? А вот если с друзьями гуляешь, во что играете? Ну, мы тоже играем в теннис, там, ну, еще в футбол там мальчишки гоняют, потом еще, ну, мы еще там погуляем, потом пойдем, короче, много всего. Ну, согласитесь, для девочек, в принципе, мало игр, да? Мало чем заняться Да. можно, чем пацанам. Ну, потому что, во-первых, вот, Таджикистан, ну, мужское, вот поэтому. Что мужское? Ну, вот, смотри, мужской род Таджикистан, мой Таджикистан это мужской род, вот поэтому. И поэтому Моя здесь родина. все для мужчин? Да? Но моя родина. Интересная тема. Я считаю, что то, что вы сказали, что для девочек мало игр, опять же, помните, когда мы сказали, что это просто стереотипы? Да. Так стереотипы нужно разрушать, в смысле, потому что это, если, допустим, давным-давно кто-то делал так, это не значит, что именно в это же время ты должен сделать так же. Извините. У всех людей есть свой выбор Правильно. и свое мнение. То есть девочка может также играть с пацанами. Ну, конечно. у нас здесь вот таки было, девочки с нами играли. Можно? Давай. Вот вы думаете, что только девочки могут скакать через скакалку? Спешу вас разочаровать, я тоже скакаю через скакалку. Я тоже скакал через скакалку. Нет, прикол в том, что, наверное, должны делать только девочки, но прикол в том, что так делают и мальчики, то есть я не исключение. Ну, То есть я разрушил стереотипы, по-моему, вот я не знаю, разрушил я стереотипы, нет, ну, по-моему, вот все думают, что, наверное, девочки должны шить, скакать через скалу, готовить. Хотите прикол? Брайан Мапс, не девочка, но учится готовить. Некоторые люди, Подожди, не девочки, подожди. но шьют. я тоже готовлю, все мальчики готовят. Ты тоже готовишь? Да, Я это в хочу смысле, учиться это, готовить. это вот часть твоей ежедневной рутины. Вот, допустим, если ты уже повзрослеешь и, допустим, не дай бог, твои родители уже будут не живы, ну, они не будут уже жить на этом свете, вот что ты будешь делать? Ты будешь просто как истукан стоять на месте и ничего не делать? Так, я думаю, что есть именно такие скиллы, которые нужно изучать и сделать лучше. Асет, какие игры тебе больше всего нравятся? Неважно, для мальчиков либо для девочек. Мне никакие уже не нравятся игры. И то Почему? только с сестренкой в прятки играем. там. Ты все время в интернете, поэтому в Ютубе? Нет, я не все время, я либо книгу почитаю, у меня нет времени. У меня теннис, гимнастика, музыка, школа. У меня много всего, еще английский. У меня нету времени, но только суббота и воскресенье, но я свободна. У меня тоже суббота и воскресенье. Половина субботы, свободное воскресенье. Давай так спрошу, сколько в день интернет занимает у вас часов? В среднем. 2 Смотря, часа. 2 часа у тебя. смотря сколько у меня уроков. Если уроков у меня 6, я залипаю больше. Если же уроков мало, то я залипаю Ну, в больше. среднем. Сколько времени занимает Ну, я интернет? прихожу где-то в 4, 2 часа тоже.
Тоже Я в 6 уроки начинаю делать. Вот эти понятия. Ну, смотрите, главное понимать, интернет это не только YouTube, то есть это соцсети, это общение, У это меня все. только YouTube. И всё. Я думаю, часов 8, наверное. 8 в день. Нет, 7, потому что у меня уроки заканчиваются в 12:45, и максимум, ну, я для себя заключил то, что в 8 часов каждый день я должен уже свой телефон выпускать, или спать, или просто телевизор смотреть, или что-нибудь еще делать. Или просто заниматься фрилансом опять. Но фриланс опять в интернете. С помощью Ну интернета. да, но, в смысле, Ну, ты уже работаешь, получается. Да. Ну, понятно. Ну, это все найду, ну, там, Ну да. чаевые, так сказать. У Кстати, меня ну, в у тебя среднем, ну, где-то, может, между 6 и 8 часов. 6-8 часов. Да. Потому что... А хотели бы больше проводить время в интернете? Нет. Я не особо, потому что рано или поздно мне надо скучить. А у меня такой вопрос. У вас есть любимые блогеры? Да. У меня много таких блогеров. Давай начнем с самого маленького. У тебя кто любимый блогер? А4. И все? Да, все. А больше никого? Не, мне остальные вообще не нравятся. А у тебя, Саша? Ну, у меня особо нету, просто есть один певец, Трой Сиван. Он в детстве блогером был. Серьезно? Да. Я не знал. Не знали? Не знал. А у тебя? Эх, у меня был раньше Ивангай, но сейчас он повзрослел. Но сейчас он музыкой занимается, я его А как вы относитесь к тому, что вот смотрите, Влад Бумага, сколько ему лет? 20. Ну, 20 Его чем? другу Сереге 26. 26. Ну, вполне То есть возможно. вот, а Селе нравится Влад Бумага, правильно? Ну, там челленджи такие, безобидные, там Да, ничего да, такого я и нет. говорю, у него хороший канал, у него чистый, аккуратный, я смотрел сам. То есть, да, у меня тоже есть дети, я вижу, я смотрю. Тоже Но- не посмотрел. Очень. Как вы относитесь к тому, что взрослый дядька для маленьких детей снимает контент? На самом Нормально. деле, Нормально. если бы не было такой площадки YouTube, Мгм. то это было бы, знаете, так как-то Непонятно, да? взгляды такие, знаете, как будто это маньяк какой-то. Мгм. А так, про Влада А4 я к нему отношусь скептически, потому что он ворует контент с зарубежного ютубера, хотя он даже не отмечает того, с кого взял идею. И, допустим, в тех же челленджах он не выбирает своих подписчиков, он выбирает людей, которые, типа, актеры, да, которым он деньги дает. И, допустим, в тех же видеороликах, там, где он, типа, вот, вы можете выиграть iPhone XS Max, что-то еще. Это фейковые предметы, я сам знаю, потому что я могу отличить нормальные, ну, оригинальные, от фейковых. И в одном из своих видеороликов, там, где, я не знаю кто, но типа его подписчик, он выиграл iPhone XS, и это было просто, знаете, такой, это на хромакее было сделано, и это просто монтаж был. И, ну, я думаю, что это неправильно, когда обманывать своих зрителей. Ну, вообще, вот дети ведь тоже ведут, некоторые свой YouTube. Там у некоторых детей, когда он не только начинал снимать, там он в одном ролике сказал, что мы должны детские каналы, всех опередить. Он не очень-то уж так, для детей снимает все. Да, вот как раз насчет вот этого вот. В одно время он реально был хорошим, мне нравилось его смотреть, это прям очень... Может, ты просто это вырос? в 2015-м, нет, он изменился. Просто... Да, ты изменился с 15-го года. Просто... Нет. Просто, понимаете, с 2016 года детские каналы начали набирать прям очень огромную популярность, и он на волне этого хайпа решил просто тоже сменить контент своего канала. Он раньше делал разные музыкальные ролики, да, тоже челленджи, но он придумывал свои челленджи, но потом, кажется, у него, наверное, идей больше не Иссякли. было. Да. А мне кажется, просто ты вырос. Нет. Ну смотри, разница между тобой в 15 году и 20 году 5 лет, правильно? Ну, каким ты был 5 лет назад, вспомни? 5 лет назад? Ты же не был таким рассудительным, какой ты есть сейчас. Нет, я не был рассудителем, и я... Ты сидел, балдел от Влада. Хотя, на самом деле, я не балдел, я не только его смотрел. Во-первых, я не считаю... Сейчас, Я считаю, что рассудительность это только, знаете, черта возраста. Рассудительными могут быть любые. Вот. Ты же мудрее становишься. Ну, У тебя меняются знаете, так-то... векторы, направления, тебе что-то другое Так-то в начинает 8 нравиться. лет я читал больше книг, чем сейчас, но... Почему?
Интернет! Знаете, связь развивается. А в интернете читать невозможно? Нет, можно, конечно, но в интернете, я считаю, неудобно читать. Аудиокниги? Аудиокниги я не люблю слушать, потому что я считаю, что от них толку мало. Я думаю, что лучше развивать свои вербальные скиллы. И лучше, что, знаете... То есть, поэтому ты вообще не читаешь сейчас, ты больше в интернете? Я больше в интернете, но я все равно продолжаю читать. Вот тебя кто? Мои любимые блогеры. Ну, не то чтобы было 4, мне больше фиксплей, фиксай нравится. Вот они, когда еще были друзьями, мне больше нравилось. А это майнкрафтские ребята? Да, майнкрафтские. Они были лучшими друзьями, но из-за чего-то потом поссорились, и я сейчас неохотно теперь смотрю фиксай, фиксплей, потому что они раньше были лучшими дуэтами. Я знаю. Ну, сейчас недавно появился у них новый дуэт, это Кабан и Добрый. Я тоже иногда посмотрю их видео, но просто не особо. Мне фиксплей больше нравится. Мне больше... Я вообще залип на него первый раз, когда наткнулся на такое видео. Майнкрафт, но он слишком реалистичный. Вот началось все вот это. Как Майнкрафт может быть реалистичным? Он должен пить там воду, он может, может быть стать жарко, может стать холодно, он может... То есть он может что-то себе сломать, и он должен это лечить, но моментально. Я знаю одну истину, нельзя копать под себя. Да, никогда не копай под себя. Вам большое спасибо за эту беседу. Пожалуйста, если Спасибо что-то большое. обидите. С первым вас снегом. Напоминаю, что сегодня выпал первый снег. Да. А завтра его уже не Да. будет, это Но закон зато такие власти. хлопья красивые. А Они также... что, съедобные? Кто? Все, я пошел завтракать. Чем? Хлопьями снега? Ага. Всем спасибо, всем пока. Спасибо Вам большое. спасибо.